Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Как известно, после моего осуждения террористической атаки на Израиль российско-иранской ЧВК «Хамас», на меня обрушился шквал критики. Чаще всего, конечно же, это пророссийские чеченоговорящие или вообще не чеченоговорящие, открытые россияне или русские, которые меня критикуют. Но есть и чеченцы, которые подверглись пропаганде, обману и так далее. Я в связи с этим хотел бы продолжить разъяснение для чеченцев и других мусульман, в том числе Кавказа, которые немного неправильно понимают ситуацию между Ираном, между Хамасом, палестинской автономией и Израилем, арабским миром и Израилем. И один из мифов и обвинений, который сейчас раскручивается, это против мусульманских бойцов, которые воюют в Украине. Им говорят, как вы можете поддерживать Израиль, ведь Украину, раз она поддержала Израиль, ну и так далее. Вот я по этому поводу написал небольшой текст, и давайте я его представлю к вашему вниманию. Миф о борьбе палестинского народа за независимость. И я тут провожу параллели между Ичкерией и Израилем. В интернете появились обвинения в лицемерии и двойных стандартах в отношении чеченцев, воюющих на стороне Украины. Им пишут, как вы можете поддерживать Украину, если она поддержала Израиль. Палестинский народ, такого народа не существует, как и народа Донбасса, а существует арабский народ Палестины. Это моя справка. Так же, как и чеченцы, борются за независимость. Давайте разберемся в этом и развенчаем миф о борьбе арабского народа Палестины за независимость, сравнив его с ситуацией чеченцев. В начале 20 века Палестина, включая современный Израиль, входила в состав Османской империи, которую некорректно из-за ее религиозной принадлежности иногда называют Османским халифатом. На этой территории соседствовали множество национальных и религиозных групп, но наиболее активно действовало арабское национальное движение, набиравшее силу. В 1917 году с помощью этого арабского движения Великобритания одолела Османскую турецкую империю. В соответствии с мандатом Лиги наций, это прародитель ООН, в 1920 году Британская империя получила контроль над Палестиной. Во время своего управления Британия столкнулась с растущими требованиями арабского населения независимости. В то же время еврейское население также стремилось к созданию своего собственного государства в Палестине. Великобритания согласилась на независимость этих народов. В 1947 году ООН приняла резолюцию о разделении Палестины на два независимых государства – еврейское и арабское. Но арабские страны, объединившись в военный союз, так сказать, в федерацию, в кавычках, отвергли план ООН и начали войну с Израилем, который объявил независимость в мае 1948 года. Это к тем обращаюсь, обратите внимание, те, кто ссылается на резолюцию ООН там, и так далее, и так далее. Арабы тогда отвергли эту резолюцию. Сейчас, правда, призывают, правда, уже о другом годе речь идет, но призывают. Ну и далее. Израиль вышел победителем из этой войны. Таким образом, арабская, в кавычках, федерация попыталась лишить Израиль права на существование своего государства, одну из древнейших наций на ее собственной тысячелетней земле. Как и русская империя, которая пытается лишить права на существование Чеченскую республику Ичкерия. На протяжении десятилетий арабский мир и Израиль оставались в состоянии конфликта. Арабская, в кавычках, федерация не только не признавала Израиль, но и активно противодействовала ему, совершая военные агрессии, организуя теракты против евреев по всему миру, финансируя арабских боевиков и поддерживая международную изоляцию Израиля. Аналогично, русская империя, воплощая имперские интересы, долгое время поддерживала политику изоляции Чечении, совершала агрессии и теракты против руководства и народа. Прикрывая арабский национализм исламом,
Арабский мир привлекал неарабские мусульманские народы к противостоянию с Израилем и Западом. Одновременно же с этим, обратите внимание, атеистическая и коммунистическая Русская империя оказала долгосрочную поддержку и стала наставником Арабской Федерации, а в наши дни РФ. Давайте зададимся вопросом, допустимо ли было бы Чеченской Республике Ичкерия, имея она силы, занять стратегически важную область Российской Федерации после освобождения своих земель в 1996 году для гарантирования своего права на существование и будущей безопасности. В соответствии с международной политикой, которая регулируется множеством международных соглашений, норм и права, такое действие не допускается. Но при условии выживания и стремления к обеспечению своей свободы некоторые нации могут и нарушают международное право. Как сказала Голда Меир, лучше получать ноты протеста, чем телеграммы соболезнования. Вот и судите, кто борется за независимость и выживание. Как мы видим, последняя террористическая атака Хамас на Израиль в день рождения Путина имеет более глубокие корни, чем принято это представлять. Поэтому, считаю, всем сторонам нужно поддерживать и придерживаться соблюдения современного международного права и установить на этой основе мирное сосуществование. Арабы должны признать право Израиля на существование и разрешить строить им свое государство. Что делать и кто больше виноват, должны решить ООН, ОБСЕ и ведущие экономические страны G7 и G20. Но эти страны, как видно, используют Израиль и арабский народ Палестины в своих глобальных политических целях и по каким-то причинам до сих пор не желают решить этот, в кавычках, сложный вопрос. Что же касается Чеченской Республики Ичкерия, важно еще раз повторить, что лидеры Хамас и многих арабских стран всегда были на стороне Путина и России в вопросе преступной агрессии российской власти против суверенного правового чеченского государства, хотя чеченцы исповедуют ту же религию ислам, что и они. В то же время стоит признать, что Израиль как государство в целом также не проявлял поддержку справедливой борьбе чеченского народа за свою независимость. Аслан Арцуев, председатель Human Rights Center Ичкерия, 10 октября 2023 года. Ади Кюэльшу Маш Ойль.